эфире программа «Абхазский путь» Апсуарымья. Напомню, 8 апреля указом президента Бадры Гунба главой администрации города Сухум назначен Тимур Агарба, ранее работавший начальником управления капитального строительства республики. Новому мэру 35 лет. Тимур Михайлович сегодня гость нашей студии. Поговорим? Поговорим. Поговорим. Предложение о назначении было неожиданным? Предложение о назначении, значит, до того, как было сделано. Вообще вопрос был согласован с вами, или вы узнали из новостей? Да, я узнал из городских новостей, так скажем, ко мне стали подходить люди, говорить о том, что вот, как мы знаем, идешь главой администрации города Сухум. Об этом я еще с президентом не разговаривал. Ну, спустя какое-то время президент меня позвал, сказал, что задача стоит такая, что ты идешь главой администрации города Сухум. Это буквально за день до назначения. И стали готовить указ. Я поехал, попрощался с коллективом, написал заявление об уходе, и так я вот попал в администрацию беседа города. с президентом приблизительно сколько времени заняла? Сколько вы беседовали по поводу вашего назначения? Ну, с президентом мы беседовали по поводу моего назначения, возможно, там полчаса, минут 40. Мы просто обсудили цели и задачи, которые он передо мной ставит. Но все-таки мой вопрос, это было предложение, было неожиданным или в воздухе это витало давно? Ну, в воздухе, наверное, это витало пару недель. И вот для меня, можно сказать, не было это неожиданностью, потому что я уже об этом знал. Хотел ли я или не хотел, это уже другой вопрос. Откровенно говоря, я немного переживал, когда стал слышать, что у президента есть такое намерение, назначить меня главой Сухума. Это большая ответственность для меня. Я переживал, но альтернативы не было. Президент сказал, нужно идти и работать. Поэтому мною было принято решение, я пошел и работаю. Ну, интересно, почему именно вас? Как вы думаете? Почему именно меня? Он сам, вот президент объяснил как-то, вот, почему он вам предложил? Да, он мне сказал следующее. Значит, я долгие годы трудился в управлении капитального строительства Республики Абхазия. До управления я работал в администрации города Сухум, в управлении Горстрой, занимался также городским строительством. Президент сказал следующее, что будет оказана максимальная поддержка, в том числе и на уровне президента, администрации президента, кабинета министров. И мы должны очень много, значит, дел в городе сделать, которые давно уже нуждаются, город давно нуждается в каких-то работах, и он посчитал, что под моим руководством это получится. Это получится. Это да. получится. Речь, я так понимаю, в основном идет о строительстве, капитальном ремонте городского хозяйства. У нас прекрасный город с большой историей и с замечательной архитектурой, с историческим своим обликом. Поэтому у меня есть свое видение, как нужно сохранить исторический облик города, что нужно для этого делать. И поэтому... об этом тоже поговорим. Вот я обратила внимание в вашей биографии на ваше образование. Экономический факультет АГУ сначала, потом заочно, но РАНХИКС, потом Уральский федеральный университет. И самое главное, на что я обратила внимание, по каким направлениям вы обучались. Государственное муниципальное управление, промышленное и гражданское строительство. Интересно, почему вы выбрали именно такие направления? Значит, первое мое образование – это экономический факультет, специальность финансы и кредит. Я в Абхазском государственном университете получал первое образование. Значит, там небольшая опечатка. Второе образование я получал также в Абхазском государственном университете.
в филиале Уральского федерального университета на это здесь факультете был филиал, промышленное и да? гражданское строительство. Да, раньше при Абхазском университете, государственном университете, был такой филиал Уральского. Почему я выбрал эту профессию? Потому что я с студенческих времен, вообще можно сказать, занимаюсь строительством. Мы еще студентами ИГУ, студентами экономического факультета с друзьями открывали фирму строительную и какие-то работы в те времена даже уже выполняли. После чего я стал работать в администрации города Сухум в 2014 году в управлении Горстрой и поступил вот в это учебное заведение. После чего я уже был назначен руководителем управления Горстрой в администрации города. И далее я поступил в магистратуру в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы и по направлению государственное и муниципальное управление. Я почему на это обратила внимание? Знания по таким направлениям вам, конечно, пригодятся сейчас, это точно. Но мне интересно, при назначении учитывались ваши дипломы или ваше образование? Скорее всего, учитывались, да, и дипломы, и я думаю, что больше внимания, наверное, не внимания, но больше акцентировали, наверное, скорее всего, на мой опыт как руководителя в управлении капитального строительства. Наверное, вопрос А в ВУКСе, кстати говоря, с какого года вы работали? Я в управлении капитального строительства с 2019 года. В 2019 году я был назначен в управлении, и почти 6 лет я проработал. Работали там. Хорошо. Я попыталась слегка промониторить в социальных сетях реакцию на ваше назначение. Интересно, и левые, и правые, скажем так, да, вы понимаете, о чем я говорю, реагировали очень положительно. Как вы сами это объясняете? Вы, наверное, имеете в виду разные политические конечно, стороны. Да? Конечно, да. Я думаю, что реакция такая была. Почему? Потому что я не сказал бы, что я сильно как-то в политической жизни страны когда-либо участвовал вообще. И мы здесь в одном городе. В этом политическом процессе Абхазии вы как-то не очень ярко, открыто обозначились, скорее всего, не обозначились. Нет, возможно, поэтому, да? Я, конечно, обозначился и поддерживал одну из сторон, но так ярко и агрессивно никогда в политической жизни страны я не участвовал. У меня и везде есть друзья, близкие, с которыми мы ежедневно общаемся. Я не говорю о человеческих качествах, потому что, скорее всего, человеческие качества здесь тоже играют огромную роль, потому что я знаю, что у вас очень много друзей, и, видимо, есть за что они вас уважают. Я просто это говорю, потому что в вашем возрасте у меня было уже очень много врагов. Скажем так, очень много неприятелей было в этом возрасте. Хорошо, что вы в этом плане не успели себе навредить. Мне кажется, это даже нормально. Не все должны заниматься агрессивно даже, скажем, политикой, и тем более в наших условиях. Теперь ближе к самой работе. Как происходит погружение в работу? С чего начинает свою работу новый мэр? Потому что если вы к этому на самом деле не готовились, понятно, что такой какой-то конкретной программы, изложенной, написанной, продуманной этой программы, скорее всего, нет. Она, может быть, в голове есть, а наверное, концепции нет. С чего вы начали работать? Вы знаете, я на прошлой своей работе был уверен, что, скорее всего, у меня самая сложная работа, которую можно было придумать в Абхазии. Но когда я попал в администрацию города, я стал понимать, что у меня очень даже несложная работа была, которая была мне понятна. Я занимался одним делом, я занимался строительством. А сейчас, понимаете сами, в администрации города это такая работа, которая охватывает множество вопросов, то есть все сферы жизнедеятельности населения нашего города, население большое. Многозадачная очень деятельность, конечно. Да. Очень много задач, очень много проблем, очень много потребностей населения, которые в ежедневном режиме мы обрабатываем сейчас.
Я, честно говоря, мне хочется выехать в город, посмотреть, там, чем наши службы занимаются, коммунальные, там, строительные и так далее. Но у меня сегодня пока вообще времени нет, чтобы выехать, посмотреть, что в городе происходит, потому что я пока вот занимаюсь документальной, такой бумажной работой, погружаюсь в работу администрации. Ну, а посетители дают вам погрузиться в работу? Это тоже сейчас я расскажу вам. Посетители, у меня пока нет приемных дней, поэтому у меня поток граждан вообще бесконечный. То есть я и на перерыв не успеваю выйти, и граждан принимаю, и параллельно там пытаюсь разбираться, погружаться в работу наших управлений, департаментов, администрации. По каким вопросам в основном обращаются? Вот основная масса людей. Вот что их беспокоит? В основном люди обращаются, значит, по своим бытовым вопросам, по коммунальным нуждам, там, кровли, канализация, подвалы, значит, финансовую помощь. Очень много таких заявлений, писем поступает, люди обращаются со своими проблемами, кому-то на учебу надо выехать, кому-то выехать нужно по болезни, обследоваться там, и так далее. И на самом деле прям очень много таких, ежедневно такой почты поступает мне. Есть возможность кому-то помочь, ну не всем получается, конечно, помочь, исходя из возможностей администрации города Сухум. Значит, сейчас за последние 2-3 недели много очень писем поступает с просьбой дать возможность людям выносную торговлю в городе Сухум. Это очень такая большая проблема, болезненная для администрации и для... Это связано с туристическим сезоном, летним да, это сезоном? связано с туристическим сезоном, люди обращаются. Ну, есть места для этого отведенные, а есть места, где категорически администрация против того, чтобы это было. Допустим, сейчас, вот, к примеру, недавно группа граждан обратилась с просьбой разместить торговые павильоны, выносную торговлю вдоль ботанического сада по проспекту Леона. Но есть городсовет в городе Сухум при администрации, в который входят уважаемые люди, архитекторы, художники наши, историки и так далее, которые категорически против этого. Более того, лежат письма людей, которые живут вдоль ботанического сада, там на параллельных улицах, которые тоже против. Они считают, что выносная торговля на центральной части города портит облик города. Поэтому есть места, где, значит, мы согласовываем, а есть места, к сожалению, где мы не можем дать людям осуществить. Первые отказы уже были, да? К сожалению, да. Первые отказы уже были. Значит, вы переживаете, вот вы отказали, дальше что? Что вы чувствуете? Вот отказали людям. Понимаете, что не от хорошей жизни, они хотят заняться этим и так далее. Да, я, безусловно, переживаю. Это не самые богатые люди приходят туда и мы просят. пытаемся, я по этому поводу, значит, советуюсь с архитектурой, значит, со своими коллегами, которые долгие годы уже работают в администрации города, и пытаемся какие-то альтернативные варианты людям предлагать. Ну, тут на этой улице нельзя, но можно на следующей, там, с другой стороны и так далее. Поэтому такую работу пока вот... У меня около там 70 писем с просьбой разрешить выносную торговлю в одном месте. То есть люди, допустим, знают, что, наверное, там в курортный сезон большая проходимость там и так далее. А вот там их 70 человек, а в одном месте они все пишут с одним адресом, разрешить им встать. Ну, мы не можем там кому-то дать, кому-то не дать, поэтому приходится вообще всем отказывать в этом месте. Вот. Поэтому таких писем очень много, наверное, порядка 200 писем таких уже поступило. Ну, сейчас не помню точное количество, какое-то мы одобрили в других местах, а каким-то пишем отказы, я подключаю архитектуру города. У нас новый архитектор, кстати, молодой человек. вы в смысле, когда вы назначили его? Я его назначил буквально неделю назад. Да. На днях вы назначили одного из своих заместителей. Да. И вот хочу спросить, можно сказать, что уже начались кадровые перестановки, да, в администрации столицы? Да.
Тогда по поводу заместителя хочу спросить, кто такой Константин Тарба, какие у него достижения, почему именно о нем, почему именно он? Вот просто у меня никаких претензий, я его не знаю просто. Вот просто я хочу вас спросить, если вы назначили, значит вы знаете, за что вы это сделали, да? Почему именно он и кто он есть? Да, значит, Константин Тарба, строитель, в разные времена работал в разных местах, так скажем, в том числе и в Российской Федерации, значит, строил большие многоквартирные дома, то есть он с профильным образованием, строительным в Ростове. Опыт работы есть у него? Опыт работы есть, да, в том числе и в наших строительных организациях государственных, значит, и в Абхазстрое работал, и в госкомпании «Абхазберегозащита» работал какое-то время, он возглавлял эти организации. Почему я выбрал одним из своих заместителей строителя? Да, когда я уже окунулся, так скажем, в работу администрации города, я вижу, что куча направлений, да, начиная от медицины, здравоохранения, там, культуры, спорта, образования там, и так далее, и управление городским хозяйством. То есть это все наши вот, коммунальные службы. Я посчитал правильным, что заместитель мой один, который сейчас назначен, строитель, он будет курировать именно работу городских служб, значит, городское наше хозяйство, коммунальное хозяйство, управление городского строительства и так далее. То есть я ему такую задачу поставил. Сейчас он, в принципе, уже в работу включился. Я думаю, я уверен, что этот мой заместитель очень хороший результат покажет. Мне интересно, вот, что он строил, например, на территории Абхазии, вот, в качестве, я не знаю, там, определенного строителя, неважно, какого уровня, начальник и так далее. Вот он что-то строил, на что мы можем обратить внимание, сказать, что да, парень молодец, он уже может работать как профессионал. Ну, вы знаете, когда он не работал на госслужбе, он занимался предпринимательской деятельностью, он застройщик, он в Сухуми три или четыре, возможно, я сейчас не считал, сколько он домов построил, но вот один из примеров на набережной в городе Сухум, на улице Воронова, значит, он построил большой многоквартирный дом, большой жилой многоквартирный дом в Пицундах. Он строил для заказчиков, как строитель, там отели. Сейчас один достроил недавно тоже буквально. Поэтому сейчас мы его забрали из коммерческой структуры. Я думаю, что уже он будет заниматься городским хозяйством. Ну, в общем, исходя из приоритетов, которые вы намечаете в своей работе, наверное, подбирайте и кадры тоже. Если строительство будет иметь большое значение в вашей деятельности, значит, вам нужен именно строитель. Да, ну в этом направлении, да, один из заместителей строителей. Вы знаете, еще один момент, почему я выбрал этот человек в 6 утра уже в городе. Для меня это очень важно. Я сам ежедневно в 6:30 выезжаю в город, выхожу, пешком хожу на протяжении долгих лет. И я уверен, это очень важно. Он сегодня, ежедневно у нас есть рабочая группа, мы там в ней начинаем уже рано утром, пока еще рабочий день не начался, мы начинаем там переписываться, скидывать в эту группу рабочую фотографии, там, где не убрано, там, где дерево упало, там, где нужно дорожную разметку нанести там, и так далее. То есть мы пытаемся такую работу оперативно со всеми службами проводить. Поэтому я вот на этого человека очень сильно рассчитываю и считаю, что это очень правильное решение. А заместителей сколько у вас всего должно быть? У меня сейчас 3 заместителя. Третьего я Ну, сейчас... так было всегда, да? Да, так было всегда. Да, да. Один заместитель написал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. На его место я взял сейчас Тарба. Да. Я просто сейчас буду готовить распоряжение о том, кто какие направления будет курировать из заместителей. Но я думаю, что я в этом не ограничен и считаю, что в этом есть потребность. Возможно, еще будет заместитель один. Возможно, еще один будет заместитель. Скажите, вопрос о заместителях вы согласовываете наверху? Я не обязан это делать, но Тарба я согласовывал, да, с президентом. Согласовывали, да? Один вопрос такой, он может быть риторический. Мэр города
Это хозяйственник или политик? Возвращаясь к своему ответу про то, почему я был так воспринят, как вы сказали, позитивно, да, со всех сторон, я считаю, что мэр города – это хозяйственник. Вот наша столица, которой мы так гордимся, имеет много-много, конечно, проблем, от разбитых дорог до грязных подъездов. Хочу спросить, вы вот сейчас вот знаете, как изменить ситуацию? Какова ваша повестка? Вы знаете, так как мы об этом уже с вами говорили, вот как-то так, можно сказать, неожиданно попал в администрацию города Сухум, значит, там стратегию развития города или так, концепцию развития города я на бумагу еще не нанес. Но в любом случае мы в 2026 год точно зайдем с конкретно расписанными планами краткосрочных и среднесрочных там, и долгосрочных вопросов, которые мы должны будем реализовать. Ну, что нужно городу, да? Что нужно городу? Вы все сказали, разбитые дороги, разбитые тротуары, подвалы, крыши, фасады, освещение. Там, и, ну, много вопросов, которые, конечно, невозможно охватить за 1 год и за 5 лет тоже. Но к этому нужно стремиться, и конкретную программу мы будем расписывать. Я думаю, что в 2026 году горожане точно будут знать, что мы за 2026 год должны реализовать, какие работы в городе будут проводиться там, и так далее. Сейчас, в 2025 году, ну, мы немало работ уже наметили, что-то мы уже начали. Значит, акцент мы ставим на дороги, тротуары, там, фасады, то есть внешний облик нашего города. Значит, я уже дал поручение. Скажу, старые проблемы, но еще не разрешенные проблемы. Ну, конечно. Потому что, хорошо, да, не буду мешать пока. Да, по поводу вот работ, которые мы проводим в городе, которые мы уже наметили, значит, это дорожные работы. Значит, мы сейчас плотно работаем с асфальтным заводом, который, в принципе, сейчас уже не останавливает свою работу. Работаем в городе, в разных частях нашего Приезжба, вот я, например, живу на Аяйра. Это проспект Мира бывший, да, вот на Аяйра. Вообще, по-моему, проспект Мира, Аяйра, давно занимаются тротуарной частью, скажем, вот улицы, да, тротуарной частью, если я не ошибаюсь. Еще до Эшпа тоже похоже, что начали это делать, просто я в городе редко бываю, все время на работе, поэтому могла это не заметить, но вот при Эшпа, там, где я живу, это пересечение улиц Чачба и Аяйра, перед нашим домом, там дворовая территория очень большая, тротуар широкий, что в нашем городе редко, кстати говоря, встречается, и там вот выложили плиткой, ну просто замечательно. Но чуть дальше, следующий квартал, там ситуация была очень плохая, и вот сейчас работа продолжена. Поэтому я хочу спросить, вот те дела, которые при предшествующем руководителе были начаты, вы их все, вот эти начатые, вы продолжаете? Ну, конечно, благоустройство города, мы сейчас говорим о благоустройстве города, да, при Беслане Федоровиче, ну, я сейчас напомню, очень много улиц городских было отремонтировано, и тротуаров, и до Беслана, допустим, проспект Мира, о котором вы говорите, в 2015 году, как раз от здания администрации города до почты, если вы помните, тогда с 2015 года эта работа началась, и была заменена тротуарная плиткой. Работу эту продолжил Беслан Федорович. Мы совместно, я тогда в управлении капитального строительства работал, совместно с администрацией города очень много работ провели, в том числе и по инвестиционной программе в период Беслана Федоровича. Он очень сильно ходатайствовал тогда для того, чтобы эти улицы попали в инвестиционную программу. Речь идет о улице Джону, Гулия, Абазинская, значит, улица Когония, улица Воронова от Лакоба до набережной. Все эти работы были проведены как раз таки и в период Беслана Федоровича. Сейчас эту работу мы намерены продолжить, мы ее продолжаем. Тот двор, о котором вы говорите, там на самом деле... Да, там работа кипит, мы все радуемся, ждем, когда это завершится. Завершим скоро работы по укладке тротуарной
плитки, там отсыпем зеленые зоны, ну, приведем в порядок и перейдем далее. Сейчас на улице Лакоба такие же работы проводятся. Будут, ну, тротуар от улицы Воронова до улицы Конфедератов отремонтирован, там 2 квартала уже отремонтированы, ну, работы продолжаются. Также на улицу Арзенбах хотим перейти, по проспекту Мира, там, ну, много работ намеченных. Я хочу отметить, что, значит, активно мне в этом помогают мои друзья, строители, производители тротуарной плитки и люди, которые любят свой город и помогают в чем? Вот производители тротуарной плитки, их там сейчас уже 4-5 предпринимателей, очень много тротуарной плитки нам просто подарили. Да, мы их попросили, кого-то попросили, кто-то сам нам ее передал. То, что, ну, Это для чего? Где вы для будете? того, что мы на тротуары ремонтировали. Да, также производители там, инертных материалов подключаются. Некоторые люди сами звонят, спрашивают, чем мы можем вам помочь. Это предприниматели наши местные, Наши предприниматели, в основном это строители, люди, с которыми я многие годы там, проработал в управлении капитального строительства там, и так далее, с кем я контактировал непосредственно, будучи на Они поддерживают сейчас, да, они меня они хотят поддерживают поддержать. активно, они звонят, говорят, кому, когда техника нужна, когда плитка нужна там, и так далее. Звонят производители инертных материалов, также мне присылают самосвалами там, щебень, отсев там, и так далее, бесплатно все это. Поэтому такая большая поддержка у меня в этом направлении есть. Нам сейчас подарили, нам будут вручать на днях поливомоечную машину. Это Подарок от кого? это мэр Нижнего Новгорода нам подарил. Да, у нас сейчас дни Нижнего Новгорода в Сухуми проходят, и мы его завтра встречаем. Он официально послезавтра эту машину нам будет вручать. Что это нам дает? Нам дает это возможность мыть рано утром наши городские улицы, набережную там, и так далее, где у нас Да, уже было бы хорошее покрытие. замечательно, да. Так давно этого не Да. происходит. Другой да. один товарищ мой, друг мой близкий, позвонил, сказал, предприниматель, он в Москве живет, из Абхазии, спросил, чем помочь. Я тогда еще не знал, что мэр Нижнего Новгорода нам такую машину дарит. Я ему сказал, мне вот такие 2 машины нужны. Ну, они очень дорогие. Он сказал, что он купит мне и пришлет. Значит, сейчас у нас уже одна такая есть, поэтому я ему отзвонил, сказал, нам вторая не нужна, третья не нужна, нам одну поливомоечную, одну для водоканала. Там есть специализированная техника, которая там промывает, продувает канализационные системы. И вот еще 2 машины я ожидаю, что мне вот мой друг должен прислать. Поэтому... Вот в ближайшей перспективе, да, я понимаю, мы бюджет тоже обсудим, это все не так легко, я все это понимаю, потому что большое количество улиц в районе рынка, скажем так, вот сзади рынка и так далее. Когда-то я была депутатом от этого округа, и я помню потом, сколько ко мне в свой огород я получила из-за того, что улицы оставались в таком же виде, в каком они были, когда меня, значит, избрали по этому округу. Это может быть неправильное отношение к избранию депутата, но неважно. Дело в том, что правда в ужасном состоянии эти улицы, ужасном. Значит, по поводу улиц в районе рынка, так скажем. Да, Гуля там, сделали хорошо, там Гуля замечательно. Гуля Да, сделали, поменяли все коммуникации, Да. ливневки поменяли, слава богу, центральную часть города теперь не топит. Почему? Потому что вот как раз все коммуникации и ливневые коллектора все заменены на новые. Значит, в районе рынка что мы сейчас делаем? Улица Фазиля Искандера, это бывшая улица 4 марта. От улицы имама Шамиля до улицы Джонуа. Мы сейчас завершаем замену коммуникаций, то есть ливневого коллектора, там водопроводы, канализацию еще Беслан Федорович поменял. Сейчас, как только мы завершим, ну буквально, возможно, неделя нам осталась, мы от имама Шамиля до улицы Джонуа начинаем укладку асфальтобетонного покрытия. Бордюры установим и асфальт уложим. Значит, продолжаем эту же улицу до улицы Дбар. То есть это уже порядка 5 кварталов. Мы в течение там, 2 недель, 3 максимум, наверное, ну, месяц завершаем. Но это вся улица 4 марта имеется в виду? От имама Шамиля до улицы генерала Дбар. Да. Значит, далее, ну, если вы видели, я туда выезжал, я с людьми на месте общался, я им обещал, что это будет сделано. И вот мы сейчас активно там проводим работы.
Что касается улицы Басария, значит, начало капитальных ремонтных работ заложено в инвестиционную программу 2025 года. Разработана уже сметная документация. Значит, она находится на экспертизе в Российской Федерации. Как только будет заключение экспертизы, то есть экспертное заключение получим на руки, значит, будет отправлена заявка на финансирование и начинается капитальный ремонт улицы Басария. Это вопрос уже решенный. Да. Деньги, часть средств на это выделена, и в 2025 году мы эту работу Да, так начинаем. это, конечно, накипевшая проблема, можно сказать, Басария, вот Да, я знаю. Там, улица это где Басария. Кривой дом, который Да, да, да. отремонтирован, вот это Да, то есть тяжело. от ботанического сада до инфекционной больницы, далее до конца этой улицы, то есть вся эта улица в 2025 и в 2026 году должна быть завершена со всеми коммуникациями, с тротуарами, с освещением и с асфальтобетонным Это покрытием. замечательно. Это будет Да. настоящим подарком для людей, которые живут вот в этом районе. Ну да, и я думаю, что это разгрузит, конечно, улицу Ардзенба, бесконечные пробки в районе рынка. Люди, которые хотят объехать рынок, ну, у них нет такой возможности. Поэтому, я думаю, в этом плане улица Басария разгрузит город. Ну, прекрасно мы понимаем, что благоустройство города зависит прежде всего от финансов. И, наверное, еще от того, насколько эффективно, рационально будут использоваться финансовые средства, которые имеются. И поэтому хотелось бы немного хотя бы поговорить о важной проблеме, о бюджете города. Какую динамику вы прогнозируете? Значит, бюджет города 2025 года составляет 2 миллиарда 70 миллионов рублей. Там и 40 миллионов мы ожидаем дотацию с республиканского бюджета. Какую динамику мы прогнозируем? Значит, я проводил совещание с участием министра по налогам и сборам. Мы с ним детально обсудили, какие-то вещи он мне подсказал, так как он человек в этом деле опытный. Если посмотреть на его работу в Гагарском районе, он был начальник налоговой службы именно Гагарского района, они за 5 лет показали там очень серьезный результат. То есть это был такой прорыв, которого никогда в Абхазии ни в каких районах не было. Это при Юрии Хагуш, правда Да, же? все Да, верно. да, Все да, верно. да. Мы эти годы, я думаю, что это очевидно, в Гагаре, в Гагарском районе наблюдали очень много таких позитивных изменений в плане благоустройства города, ремонтных работ, строительных работ и так далее, что позволило Юрию Хагуш это делать. Это доходная часть бюджета. Значит, и я в этом смысле в городе Сухум очень надеюсь на то, что мы сумеем, я уверен, мы сумеем поднять доходную часть бюджета. В этом плане мы рассчитываем и на налоговую. Вы должны догнать и перегнать Юрия. И на налогов. Гагарский район. Да. Гагарский район. Ну, Хотя он, понятно, вы знаете, туристический, вообще да. в городе Сухум такая динамика хорошая заложена. Что Да, хорошая за динамика. 5 лет практически вдвое, при Беслане Федоровиче, вдвое был практически вдвое был увеличен бюджет города Сухум. города, Да, это, да, очень, да. это очень хорошие показатели, и я уверен, что мы сейчас в этом году уже ударными темпами со всеми службами, нам в том числе и сейчас и МВД помогает, отдел ОБЭП и налоговая и так далее. Я думаю, что мы сейчас в этом году ударными темпами поработаем, значит, и в 2026 год мы уже зайдем с новым бюджетом, с новыми параметрами бюджета, и это нам даст возможность какие-то дополнительные, ну не дополнительные, а работы, наращивать темпы, которые мы планируем вообще в городе проводить. Планов много, и работы в городе, как я еще раз отмечу сейчас, и на десятилетие, и на 20 лет вперед хватает. Поэтому я очень сильно рассчитываю на то, что нам удастся доходную часть бюджета поднять. Ну, вот интересно, помимо налогового администрирования, которое, кстати, последние годы, правда, неплохо же все это идет, но тем не менее, понятно, нам этих денег не хватает как в республиканском бюджете, так и в бюджете города.
Вот. Поэтому вот интересно было бы, наверное, чем дальше вот вы будете втягиваться в работу, наверное, новые идеи появятся. Вот команда, которую вы сформируете, на самом деле, если это будет компетентная, да, вот команда и патриотическая, вот скажем, да, вот команда, тогда, наверное, надо думать о том, чтобы создавать новые производства, да, рабочие места в городе. Поэтому вот не ждать, когда кто-то это сделает, да, понятно, люди сами стараются заниматься там малым бизнесом, еще средним там и так далее, но когда и сверху тоже какие-то инициативы, идеи идут, это замечательно. Вы имеете в виду муниципальные предприятия, которые приносили Предприятия в бы городе, доход? вот какие-то предприятия, какие-то производства, чтобы открылись новые рабочие места, и у людей была возможность работать и Ну, конечно, мы зарабатывать. заинтересованы в том, чтобы в городе появлялись новые предприятия, оттуда и формируется, в принципе, доходная часть бюджета. Чем больше предприятий, тем больше налогов поступит и в местный, и в республиканский бюджет. Поэтому мы в этом плане готовы активно помогать предпринимателям, если наша помощь в этом ну, им понадобится. Поэтому Ну, мы хорошо. заинтересованы. Инвестиции на уровне города. Есть у вас вот видение, как вот их привлекать, и в этом какую-то роль существенную могут сыграть города-побратимы, например, города, с которыми Сухум дружит. А вот вы говорили про то, что вот мэр города Нижнего Новгорода, он вот технику дарит городу, это замечательно, это подарок, скажем, да? А вот так вот деловое сотрудничество, оно будет дальше развиваться? Вы знаете, у города Сухум, правильно вы подметили, очень много договоров подписано с разными городами, и не только с городами Российской Федерации. Ну, с какими-то городами работа ведется активно, с какими-то пассивно, какими-то подписаны, но вовсе никакая работа не ведется. Ну вот, если, к примеру, по Нижнему Новгороду, вот мы сейчас, глава приедет, я думаю, что у нас будет возможность сесть, обсудить взаимные возможности, что мы можем им предложить, да, что они могут нам предложить в плане развития экономики, да, ну, что может быть это между нашими городами, да, ну, что мы им можем предложить, ну, не знаю, какую-то, наверное, свою продукцию, которая может, они нам окажут такую возможность, чтобы на каких-то прилавках в России, у них в городах это появилось, ну и наоборот. Поэтому, ну, в этом плане, конечно, надо двигаться, есть договора подписаны, и Надо их реализовывать. надо их реализовывать, да, надо ага. их реализовывать. Сейчас, кстати, вы знаете о реконструкции набережной, наверное, слышали, да, что у нас начинается реконструкция. Да, я в перспективе собираюсь об этом спросить, да, Да. давайте. Ну, я к тому, почему я сейчас на этот вопрос Ну, перешел, давайте. потому что речь сейчас зашла о городах, которые оказывают помощь городу Сухум. Да? Вот в этом контексте я бы хотел рассказать, значит, Краснодарский край. Значит, Какие-то конкретные планы есть в отношении набережной? Да, есть конкретные планы, и сейчас уже ведется активная работа по проектированию реконструкции набережной города Сухум. Это Башкортостан, Татарстан, значит, Краснодарский край, Москва и наши предприниматели из абхазской диаспоры в Российской Федерации. То есть набережная у нас сейчас поделена на зоны, на сектора. И мы ее проектируем совместно с российскими коллегами, очень именитыми такими архитекторами, которые уже сюда приезжали. У нас создана рабочая группа, в которую вошли наши архитекторы из Российской Федерации. И мы планируем, что в октябре 2025 года уже набережная будет закрыта на реконструкцию. Речь идет о набережной от кафе «Пингвин» до поворота Маякского. Да, вот это... Да, это очень большой объем работ. Значит, ну, концепция следующая: сохранение исторического облика нашей набережной, значит, полная ее реконструкция и благоустройство Пока парков. точно неизвестно, кто будет скверов. финансировать. Нам известно, кто будет финансировать. Это вот те, которых я сказал, там, значит, часть берет на себя Москва, Краснодарский край, предприниматели наши
Но сейчас некоторые зрители, они скажут, взамен им что? Вот почему они нам это Взамен делают? им ничего, это безвозмездная помощь, значит, Никому все... ничего не продали. Нет, не продали. Никому ничего не Нет, продали. никому ничего не продали. Все эти люди, коллеги наши, о которых я говорю, были в Абхазии. Они давно нам помогают, эти Да, республики вообще, начиная с войны, наверное, помогают и ну да. помогают, поддерживают нас. Значит, вы знаете, вот в день инаугурации, значит, с президентом и с Сергеем Владимировичем Кириенко мы гуляли по набережной, смотрели набережную, и туда были как раз приглашены все главы республики, главы городов, о которых я говорю. Они вместе с нами прошлись по этой набережной, и они разделили эту набережную, как я еще сказал, на сектора, и сказали о том, что будут нам помогать. Но В решение общем, об они этом уже озадачены, они уже конкретно да, работают. они конкретно уже над этим работают. Они дали своих проектировщиков, архитекторов. Мы своих включили в эту рабочую группу. То есть работа над проектированием уже идет. Это все согласовывается с общественностью, с градостроительным советом при администрации города Сухум. И в октябре по дорожной карте, которую мы подписали по графикам производства работ, в октябре 2025 года строительные компании из Российской Федерации приезжают и выходят на реконструкцию набережной. До этого мы должны разработать проект, ну и согласовать ее со всеми службами и организациями, Ну, с это которыми большая это работа, нужно конечно, согласовать. Также Краснодарский край нам будет строить новый причал на улице Леона, на Брехаловке. Вот причал, который закрыт, да, он входит в перечень, дополнительный перечень объектов историко-культурного наследия. Но мы сейчас готовим письмо на имя президента о том, чтобы вывести. Нужна такая процедура. Почему? Потому что, значит, он не подлежит восстановлению. Мы на этом месте будем строить новый причал. Градсовет принял решение о том, что этот причал должен оставаться в тех же параметрах, что был старый причал, ну, то есть длину и ширину пропорции сохранить. Сейчас уже разработан проект, просто он немного дорабатывается. И также планируется, что в октябре вот Краснодарский край, тут приезжал, значит, мы встречали главного архитектора Краснодара, мы с ним ходили на набережную, он смотрел причал, то есть тут тоже уже решение есть, то есть просто сейчас идет процесс проектирования. И у нас появится новая набережная в 2025-2026 году и новый причал на Брехаловке. Это вот по вопросу о том, кто нам помогает и какие у нас планы. Конечно, набережная — это вообще наш бренд, наверное, наше лицо. Это самая лучшая, наверное, зона отдыха в городе. В эфире «Абхазский путь». У вас в администрации несколько управлений. Да, там образование, культура. У нас есть в далее. администрации департамент и есть управление, да, здравоохранение, культура, спорт, образование. То есть эту структуру менять вы не будете? Нет, эту структуру менять я не собираюсь. То есть, ну, как вам известно, у нас в городе очень много школьных и дошкольных учреждений, да, и есть управление непосредственно, которое курирует. Сегодня я тоже считаю, что они работают эффективно, и ну, если у нас появится возможность еще больше их поддержать, значит, они будут работать эффективнее. Ну, есть проблем, конечно, вот, допустим, вы знаете, там у нас 7 медицинских учреждений в городе, и все они нуждаются в капитальном ремонте. Ну, там взять вторую больницу городскую или взять глазную поликлинику. Эти проблемы на самом деле очень остро стоят, и я думаю, что вот уже пришел такой момент, что уже там оттягивать какие-то вопросы, ну, их уже некуда. То есть, ну, в больницах полы проваливаются, там зимой невозможно, отопления нет там, и так далее. Качество медицинских услуг очень сильно страдает из-за тех условий, в которых находятся наши вот медицинские учреждения. Ну, также и ситуация, конечно, получше в управлении образованием, на объектах образования. К счастью, очень много детских садов в период там, с 2010 года было отремонтировано, отреставрировано и построено в городе Сухум. Ну и есть такие, конечно, которые в капитальном ремонте нуждаются.
объекты культуры, их тоже очень много было отреставрировано, отремонтировано. Там. Ну да, вот инфекционная больница со времен ковида, кстати говоря, там большую работу проводил ваш предшественник Беслан Федорович и так далее. И там руководитель тоже оказался на своем месте, скажем так, что инфекционная больница сейчас, по крайней мере, вот от людей, от пациентов мы слышим очень хорошие отзывы. Хотелось бы, чтобы В этом году... и в других городских больницах, скажем так, да, в больницах городского подчинения, чтобы тоже был такой порядок. Да, в этом году мы в инфекционной больнице будем продолжать работы. Да, мы ждем дотацию из республиканского бюджета, и она конкретно направлена, часть ее направлена на ремонтные работы в инфекционной больнице. То есть нагрузка на бюджет, на городской бюджет, нагрузка большая и со стороны здравоохранения, медицины тоже. Да, вы знаете, вот вроде бы большая цифра, да, городской бюджет, там, более 2 миллиардов рублей, но в основном все эти деньги предусмотрены на содержание как раз социального блока, заработные платы социальным сотрудникам, это здравоохранение, образование, культура, спорт. Удельный вес вообще вот этих сумм у нас занимает управление образования. То есть это учителя, ну и содержание наших школьных, дошкольных учреждений, их питание дошкольных учреждений. Да, следом идет здравоохранение, да, и вот спорт, культура. Кстати, по спорту... Бюджет, кстати, был профицитным или как вот в прошлом году, я вот уже не помню. Да, в 2025 год администрация города перешла с профицитом 180 миллионов рублей. Это сейчас нам даст возможность. Мы этот профицит еще не использовали, пока еще не обращались в городское собрание. Мы взяли паузу сейчас для того, чтобы расписать, на какие работы все эти средства будут направлены. Да, чтобы рационально их использовать. Это хорошая стартовая возможность, скажем, дополнительная такая вот. Сухум очень автомобилизированный город, если можно так назвать. Уже пробки. Я все время думаю, что будет летом, если сейчас пробки, а вот водители наши нетерпеливые, не приученные к длительному стоянию, реагируют очень нервно и так далее. Иногда я думаю, слушайте, часами в городе Москве люди стоят, но спокойненько в телефоне сидят, еще что-то, а у них уже другие нервы, уже они перестроились, скажем так, да, переформатировались, а наши 2 минуты ждать не будут, они начинают сигналить и так далее. Вот по поводу вот как раз-таки наших нешироких, скажем так, да, вот дорог и так далее, есть видение, как выходить из ситуации, вот как противостоять этим пробкам, как создать комфорт. Проблема, конечно, существует. Что мы делаем сейчас? Как мы занимаемся? Да? У нас есть управление транспорта, департамент транспорта. Значит, руководитель предложил, уже нанес это на проект, порядка 6 развязок в городе Сухум, то есть это изменение схемы движения с возможностью расширения проезжей части. Пока эти проекты нами не согласованы, и не с архитектурой, и, возможно, какие-то из них с градсоветом нужно будет согласовать. Поэтому мы не озвучиваем пока, какие решения предложены, но я думаю, что если они найдут там одобрение в архитектуре и в градсовете, мы их обязательно опубликуем перед тем, как начать все это дело, и вынесем там на обсуждение, возможно, общественности. Что создает заторы в городе, на городской черте, да, в том числе и торговые павильоны, которые, допустим, в той же вот перед республиканской больницей мы эту проблему на совещании обсуждали. Там на одной из полос там нет кармашка для остановки, там на полосе движения останавливаются транспортные средства, которые выходят, идут там покупать или в кафе, там где-то сидят, отдыхают, а там стоянка запрещена. Да, и мы сейчас также на вокзале, значит, также на въезде в старый поселок, заторы образовываются на наших светофорах, потом люди
не хотят, как вы сказали, долго стоять в пробке, они начнут выезжать на встречную полосу, по встречной полосе там ехать и так далее. То есть проблема есть, городские улицы, они не широкие, у нас так устроен город, относительно не широкие, да, и сейчас очень много транспорта, да, в одной семье по 2, по 3 машины, поэтому проблема существует, но есть какие-то варианты, ну, не то, что минимизировать, но немного улучшить ситуацию вот в этом направлении. Работу мы ведем. Мы сейчас наносим дорожную разметку в центральной части города. Будем и на республиканской дороге, проходящей через городскую черту, ее наносить. Хотим сделать разметку по парковочным местам, потому что сегодня транспортные средства в городской черте стоят очень просто хаотично и безобразно, что создает еще больше заторы. Допустим, штрафовать водителей, которые припарковались там неправильно или криво автомобиль поставили там, где нет разметки, ну, наверное, это нелогично. Поэтому, когда мы такую работу проведем по нанесению разметки на дорожное полотно... Ну, когда разметки будут корректными. Да, вот, когда да. они будут корректными, мы обязательно будем привлекать госавтоинспекцию для того, чтобы они уже отрабатывали, штрафовали там за неправильную парковку. Что ждет общественный транспорт? Вот если бы мы когда-нибудь смогли бы людей пересадить на общественный транспорт, у нас, наверное, ситуация была бы другой, но пока при нашем менталитете вряд ли это получится. Вы знаете, критическая ситуация в этом направлении. У нас, вот я знаю, я интересуюсь, мне докладывают об этом, а некоторые граждане просто сами звонят, когда на остановках стоят. И такое тоже было. Вот говорят, мы здесь уже час стоим, допустим, вот с Маяка, и не можем уехать. Также там в Синопе и так далее. Вот проблема с нашим троллейбусным хозяйством. Да, Значит, я считаю, что когда троллейбусы функционировали, и их было там более 15 в какой-то период, значит, это было очень удобно горожанам, они пользовались троллейбусами. Но сейчас их осталось очень мало. Они в плачевном состоянии. Бывает, что там 2-3 всего могут выехать из троллейбусного парка, потому что... А вообще смысл есть развивать, как вы думаете, троллейбусный парк? Я думаю, что да. Да? Ну, вообще, на мой взгляд, вообще троллейбус он как-то вписывается в нашу архитектуру, и мне кажется, если мы сейчас скажем о том, что троллейбусов больше не будет в городе, многие горожане расстроятся. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с одним из городов Российской Федерации. Возможно, нам удастся еще 10 новых троллейбусов привезти, и мы их пустим по всем старым маршрутам. Это тоже хорошо, кстати, потому что мы, например, мое поколение, думаю, ностальгирует по троллейбусам. И есть автобусы в автобусном парке, и они, кстати, может быть уже там по 8 лет, но, к сожалению, большинство из этих автобусов, они в плачевном состоянии, практически больше половины вовсе не выезжают на рейсы, они стоят сломаны, испорчены, их надо ремонтировать. Сейчас мы недавно проводили совещание с руководителем тоже, мы со стороны администрации заявили о том, что готовы поддержать и финансово, и во всех вопросах, но необходимо восстановить все это хозяйство и выпустить в рейсы для того, чтобы мы могли обслуживать население. Есть другая проблема с водителями транспортных средств, и троллейбусов, и автобусов. Значит, вот сейчас в летний период, в связи с тем, что у водителей появляется другая возможность в курортный сезон обслуживать там отдыхающих там, на своих каких-то личных автомобилях, возить их на экскурсии и так далее, все они, как мне объяснили руководители этих предприятий, все это водители уходят, и их не удержать, потому что зарплата, которую им могут предложить, она несоразмерна с тем, что они могут за лето заработать. И такая проблема существует. Да, лето сильно корректирует работу и деятельность вообще бюджетных организаций. Всех, по-моему, оно касается. Ну да, проблем на самом деле очень много. Сухуму еще к тому же, вот мне кажется, что вот не хватает цветов. Вот, когда ты иногда бываешь в российских городах, где другой климат и так далее, ты видишь очень много цветов, и ничего себе,
что с нами происходит. Цветов не хватает и даже фруктовых деревьев. Да. Значит, вопрос этот мы тоже уже обсуждали в администрации. Как вижу это я? Допустим, у нас в центральной части города есть улицы уже, которые отремонтированы капитально. То есть, ну, я надеюсь, к их ремонту мы в ближайшие 5-10 лет не будем возвращаться. Это такие, как там Гулия, Джонова, Абазинская, улица Когония. Да. Значит, там и тротуары есть и так далее. Сейчас мы будем, после того, как нам вот вручат автомобили, которые моют дороги, мы все эти улицы собираемся тщательно помыть, а потом нанести дорожную разметку. И будем, значит, думать с нашими службами, какие деревья, какие цветы, в каких клумбах можно будет там посадить. Но в этом направлении мы двигаемся, обязательно это мы будем реализовывать. То есть в любом случае в год, я так думаю, что одну улицу большую в год, там посадить новые деревья какие-то, которые, ну, специалисты нам подскажут, какие лучше деревья посадить там на той или на другой улице. Ну, я думаю, что администрация может себе позволить. Поэтому я думаю, я уверен и готов такую работу проводить. Задачи уже стоят. Но... Я помню, в одно время было в городе достаточно много мушмулы, а сейчас вообще совсем мизер, наверное. Вот, да. Ну, вы знаете, допустим, сегодня, если спуститься по улице Джонова, я просто как пример привожу, таких улиц полно, но там растет очень много разных деревьев, да, ну, где-то люди сами посадили перед домом, значит, то есть разные деревья. Я думаю, что если на одной улице один вид дерева, ну или там два, которые вписываются в архитектуру, это намного красивее, чем там мушмала, алыча там и так далее. Ну, когда-то люди перед своим домом сами посадили, потому что ничего не было. Если мы сможем предложить людям альтернативу, и через 2-3 года, когда эти деревья вырастут, зацветут, я думаю, что, ну, улица будет намного красивее. В целом озеленение, я вот когда начала говорить про мушмулу, про цветы и так далее, я понимаю, что кто-то может сказать, что, слушай, у нас улицы, дороги в таком состоянии, а ты про фрукты и про цветы говоришь, но все равно же есть часть города, которая уже в нормальном состоянии, да, и вот это нормальное состояние благоустройства мы должны проецировать и на другие районы тоже, и надеюсь, что у нас это получится. То есть озеленение – это будет приоритетом, одним из приоритетов вашей деятельности? Обязательно одним из приоритетов будет озеленение города, потому что Сухум зеленый город, у нас очень много парков, скверов и очень много ценных пород деревьев, которые растут на территории города. Ну, как известно, деревья не могут вечно расти, поэтому если в парках не подсаживать новые деревья, вообще упало очень много деревьев в последние годы, после войны вообще упало очень много. Поэтому это не такая уж большая нагрузка на бюджет, и мы эту работу будем обязательно проводить. Да. Ну, очень важный вопрос. Вы вообще к животным как относитесь? Любите животных? Ну, честно. Да, честно. Да, люблю. Я, например, кошек люблю. А вы кого больше любите? Я собак и лошадей. Собак и лошадей. Вот скажите, бродячие собаки в городе, как с ними быть? Да, это очень большая проблема. Я же говорил вам о том, что я рано утром выхожу на набережную. И на самом деле очень некомфортно. Люди, которые бегают по набережной, я наблюдаю такую картину, что всегда за кем-то какая-то собака из парка выбегает. Они сбиваются в стаи, там по 10, по 15 собак в одном месте можно увидеть, там на новом районе, на старом поселке, ну и повсеместно. Есть приют, но, к сожалению, не хватает возможности этого приюта для того, чтобы всех этих собак свозить туда, чтобы они там, значит, содержались. А стерилизация, ну, не дает такого эффекта. Их обратно выпускают, и они опять собираются в стаи. Я такое поручение дал начальнику управления городского хозяйства принести конкретно предложение по решению данного вопроса. Вот. Я, честно говоря, не готов ответить на вопрос, что с ними делать, потому что я категорически противник того, чтобы их отстреливать. Ну да, конечно. Поэтому, возможно, мы будем расширять этот приют, возможно, его больше финансировать для того, чтобы их как-то собирать, этих собак, и содержать в этом приюте.
эфире программа «Абхазский путь». Мы беседуем с новым главой администрации города Сухум Тимуром Агарба. В советское время Сухум претендовал на имидж самого чистого города в Советском Союзе. За какой имидж настроен трудиться новый мэр? Самого чистого, я прошу Город. прощения, да, Город. Сухум, да. Да. Значит, и башню с часами мы в советское время получили как раз-таки, когда были удостоены звания самого чистого города. Значит, что нужно сделать, чтобы город содержать в чистоте? Да? Там, где, допустим, нет дорог и нет тротуаров, сколько бы ты ни подметал, этого результата не будет. То есть люди не будут ощущать, что они живут в чистом городе. То есть там по щебню подметать — это не результат. У нас нет тротуаров, допустим, если в пример взять улица Дебар, бывшая Гоголя. Да, да. Сверху с эстакады до моря нет ни одного благоустроенного тротуара. То есть все, кстати, она очень оживленная, все люди, которые там живут, по ней ежедневно ходят на море, летом, допустим, да, и ходят они по дороге, что, кстати, небезопасно. Раз мы уже там детально обсуждаем улицу Калмыкова, посмотрите. Да. Она, я в 4-й школе учился и с детства помню, вот она какая сегодня, она всегда такая была. Никогда там асфальта не было, разбитые улицы, лужи и так далее. Мы сейчас, в этом году не могу точно сказать, но в 26-м году точно улицу Калмыкова будем делать капитально, потому что мы, если начнем улицу Басария, Фазиля Искандера мы в этом году точно сделаем. Значит, я думаю, что Калмыкова, тем более, она из этого района идет на набережную, Да, и поэтому мы параллельно ее будем ремонтировать. Чачба, да. Так, отвечаю на ваш вопрос, да, каким я вижу или каким хотел бы я видеть город Сухум. Да, я его хотел бы видеть, вот то, о чем я сейчас разговаривал, благоустроенным, с тротуаром, с дорогами, с красивыми фасадами, в первую очередь с отреставрированными фасадами всех объектов историко-культурного, историко-архитектурного наследия. У нас их в городе очень много. Мы сейчас составляем список как раз таких домов. Значит, будем считать, сколько нам один фасад обходится. Таких красивых исторических зданий с красивой сталинской архитектурой. Значит, и будем приступать к работам. Считаем стоимость одного дома для того, чтобы понять и сказать, объявить о том, сколько таких домов в год администрация может осилить. Значит, мэрия Москвы подарила нам технику, это 3 вышки. Значит, наши ребята местные обучились у коллег из Москвы, которые нам фасады ремонтировали. То есть у нас уже есть бригада, которая сможет реставрировать фасады. Значит, все эти фасады, постепенно мы будем ремонтировать, под ними благоустраивать территорию, то есть это тротуар и подсветка архитектурная. И вот таким вот образом хотим двигаться. Тогда, когда у нас будут уже благоустроенные улицы и тротуары, тогда уже можно будет говорить о том, как эффективно убирать город, чтобы получить опять-таки звание. Да, сами такое. Не дождались моих вопросов и сформулировали очень важные вопросы. На самом деле дорога дорогой, но помимо дороги вот вся вот эта инфраструктура уличная, или как ее назвать, должна быть адекватной, потому что тротуар должен быть обязательный, видимо, определенных размеров тротуар, плитка должна быть тактильная, нормальная плитка и прочее. Очень много чего там нужно. Конечно, я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении. То, что вы заговорили об архитектуре, это очень важно, потому что я дальше собиралась задавать этот вопрос, но я уже поняла, что для вас этот вопрос очень важный. Уже несколько раз об этом вы сказали, потому что ведь было очень много дискуссий в городе, по поводу каких-то определенных нарушений, вторжения, скажем, в архитектуру старого Сухума и так далее, и так далее. Если для вас это приоритет, значит, я могу даже конкретно сейчас не обсуждать эту проблему. Понимание с вашей стороны имеется. Да, вы знаете, я сейчас даже остановил выдачу разрешений
на торговые киоски вот эти люди обращаются просто продлить, которые уже десятилетиями, значит, имеют торговые объекты на территории города. Это киоски, ларьки, значит, объекты легкой конструкции. Значит, с чем это связано? Мы сейчас разработаем, значит, проект. Наш новый архитектор разработает проект, допустим, тех же ларьков и киосков в едином стиле, которые впишутся в архитектуру города, значит, и мы будем продлевать, значит, договора аренды земельных участков под эти ларьки, ну, владельцам таких объектов, с условием, что, ну, сейчас определим, какое мы им время даем, с условием, что они вот эти советские железные, значит, объекты, которые никак не вписываются сегодня уже в нашу архитектуру, они будут их менять на современные новые такие объекты. Мы продолжаем «Абхазский путь». Я беседую с Тимуром Агарбой, главой города Сухум. Оценивать вашу работу будут уже сейчас, уже оценивают, уже есть первые, наверное, отклики. Все-таки, да, мне кажется, что у нас в каждом городе, в каждом районе востребован грамотный менеджер и плюс компетентная команда. Таких людей хотят везде. Я сталкиваюсь с тем, что все эти годы чиновники разного уровня недооценивают значение информационного сопровождения деятельности своей. У меня вопрос. Как вы намерены обеспечить прозрачность своей деятельности? Прозрачность именно, как вы будете взаимодействовать с журналистами, со СМИ? Ну, вы знаете, я и сегодня пока по работе в администрации, ну, не готов ответить, как я готов взаимодействовать, да, как вы показать прозрачность. Да, ну, открыты в любом будете? случае, смотрите, я Да. работая, допустим, в управлении капитального строительства, очень много работал с журналистами, то есть, ну, нам всегда с разных, ну, из телевидения и разные какие-то там другие информационные агентства обращались с теми или иными вопросами, которые никогда не оставались без какой-то информации. То есть мы всю свою деятельность пытались максимально делать прозрачной. В администрации города есть СМИ, есть пресс-служба, значит, которая ведет страницу. Они практически ежедневно туда дают информацию о том, чем занимается администрация города Сухум. Ну, мы будем усиливать, конечно. Чиновники, у которых нагрузка очень большая, они говорят, ну подождите, нам сейчас некогда, давайте потом, через день, через 10 дней. Надо использовать СМИ крупные, скажем так, и в первую очередь, конечно, государственный канал, да. И тогда вот многие слухи, домыслы, вот, которые бывают, вот их, по крайней мере, будет меньше, мне так кажется. Мы с вами 2 недели никак не могли встретиться. Ну да. Да, я рассказывал о том, на самом деле, Вот эта проблема есть у каком многих, режиме, да, в каком режиме я работаю, поэтому и, в принципе, встретиться с вами сейчас мы сидим и общаемся без проблем. Но у меня была проблема выбрать время, найти и прийти вот сюда уже 2-ю неделю пытался вот только Вообще сегодня. работа чиновника, на самом деле, она вот очень непростая. Вот в городе очень часто, вот скажем, сделали улицу, заасфальтировали, все счастливы вокруг. Через некоторое время ломают улицу, и люди начинают говорить, значит, они сделали все неправильно. Вот эти коммуникационные вот эти все штучки, которые там, вот, да, канализация и так далее, что-то они не сделав, положили асфальт и теперь ломают. Вот как нерационально работают городские службы. То есть часто, многие годы, это после войны, постоянно мы слышим об этом. Вы не можете проконтролировать работу каждого ведомства, каждой службы. И, конечно, наладит этот контроль, вот, например, работы на земле, вот скажем, да, как они там работают, эти службы, и водоканал, еще кто-то, еще насколько качественно делают работу и так далее. Откуда информация должна, или как информация должна доходить до мэра города? Я об этом хочу спросить. Смотрите, во-первых, еще одна тема, да, это инженерная инфраструктура нашего города. Да, к сожалению, да, вот все коммуникации в городе Сухум, те, которые остались с советских времен, а их большинство, да, возможно, там 10-15%
всех коммуникаций заменили в разные периоды, разными программами, из разных источников финансирования. Но все остальное очень в ветхом состоянии. Значит, давным-давно вообще прошел срок эксплуатации коммуникации, да, какие-то, любая вещь имеет срок годности. Ну, конечно. Да, и сегодня, В ветхом да, состоянии. я что хочу Да. сказать. Сегодня, значит, наблюдая за работой, допустим, к примеру, Сухумского водоканала, я вам хочу сказать, что они работают очень эффективно. Они работают очень эффективно с такими коммуникациями, которые в других странах вообще не эксплуатируются в таком состоянии. То есть все это давным-давно нужно было бы заменить, но, к сожалению, из-за того, что таких возможностей нет, приходится эксплуатировать то, что есть. И вы знаете, вот недавно была авария, пару месяцев назад, я вот только вышел на работу, в течение 2-3 недель произошла авария. Значит, глава водоканала позвонил, значит, будет отключение, там согласовал со мной, я сказал, давайте отключайте воду. Отключили воду, на улице Лакоба прорыв был. Починили воду, ночью они работали, я к ним подъезжал, прям почти до утра они работали, не разъезжались. Включили воду, и через 5 метров от старого, где они починили, новый прорыв. Эта труба, такие моменты ежедневные. Вот водоканал у нас занимается ежедневным устранением аварий, которые, значит, происходят в городе. И на самом деле они пытаются сделать так, чтобы город не оставался без воды, хотя у нас все аварийное, в том числе и резервуары, которые питают наш город. Поэтому это очень большая работа. И нужны очень большие средства для того, чтобы все эти вопросы решать. Почему, допустим, сегодня, возможно, есть возможность уложить на той или иной улице новое асфальтобетонное покрытие, да? Но в связи с тем, что там все коммуникации надо менять, а это уже совершенно другие средства, поэтому приходится где-то пока как говорится, не все сразу, да, скажем так, откладывать не все сразу, в долгий да. ящик. У вас на самом деле очень много друзей. Я думаю, что в городе очень много, хотя и в республике тоже. Вот с друзьями все хорошо, пока ты по какому-то вопросу не скажешь «нет». Люди такие, которым 100 раз поможешь, а 101 раз не получится, и они обидятся. Такое бывает, безусловно. А друзья мои, это те люди, с кем я с самого раннего детства вырос. У меня очень много, как много, друзей не бывает. Близких не бывает много, да. правда. У меня есть определенный круг общения моих близких друзей, с кем мы очень долго дружим, и мы до сих пор дружим. Сейчас, допустим, я когда рано утром выхожу, со мной группа моих друзей, близких выходит, 6 человек, 7 человек, бывает и побольше. В спортзал мы вместе ходим, и так далее. И, вы знаете, мы друг друга поддерживаем, и у нас нет такой проблемы, что кто-то кому-то отказал. Но если отказал, значит, есть на то причины. Кстати, сейчас, когда я стал главой города Сухум, я остановил очень много строек, которых документально не все в порядке было, или кто-то сам решил, что имеет право в городе, где попало, строить, и где-то и друзья мои оказались. Я сказал, если вы не поймете, остальные точно не будут понимать. Поэтому все с пониманием относятся. Где-то родственники оказались, однофамильцы, братья, такое тоже есть. И пока все с пониманием подходят к этому вопросу. Вот эти 1,5 месяца рабочий день мэра, сколько часов длится? Приблизительно. С 9, понятно, официально рабочий день, а так я раньше выхожу. С 9, бывает по-разному, до 8 вечера, до 9, до 11 бывало как-то. Где-то в 6 часов уходил и был рад тому, что так сегодня получилось с работы уйти. По-разному. У меня такой вопрос. Слушала недавно одного психолога, очень интересного, который пытается нас всех научить стрессоустойчивости. Он говорит, что надо быть разумным пофигистом,
чтобы жить долго, чтобы быть здоровым и так далее, и так далее. У меня лично это не получается, и поэтому кому-то посоветовать тоже неудобно. Хочу спросить, Тимур Агарба сдержанный, рассудительный или эмоциональный человек? Что вы сами о себе думаете? Какой вы человек? Вы стрессоустойчивы? Вы знаете, допустим, так, наверное, 5 лет назад, ну, я вам расскажу, я когда попал в управление капитального средства, там тоже очень такая, так скажем, тяжелая нервная работа. И я прям очень сильно переживал за все моменты, ругался там со строителями без конца, тогда мы по всей Абхазии мотались. И я тогда, спустя пару лет, понял, что в таком режиме, если я продолжу, ну, наверное, это очень пагубно отразится на мне и на моем здоровье там, и так далее. И, вы знаете, мне очень сильно помогает в этом спорт. Я вот приучил себя очень рано утром вставать, да, там, летом в 6, зимой в 6:30 я встаю. И я перед работой всегда занимаюсь спортом. И сейчас в том числе я ровно час. Ну, кто-то говорит, что рано утром нельзя заниматься, но я уже настолько привык, что спорт мне дает такое сильное спокойствие. Значит, скорее всего, там нагрузка утренняя, я выбрасываю все такие эмоции там, и так далее. И я весь день в хорошем настроении, но если там совсем что-то критическое не произойдет на работе, пытаюсь так холодным разумом подходить ко всем вопросам. Псыфила, хайтфафероп, апшпепи, обжарапи школ, гулейхцху, шалгет. Апсфа, хархорыч, бзена псыфила цфажер, псыфила ходсра захана, апсу школ, ифнат зрацума. Ну, рада апсу школги адыр сынатет хай харадзак сара псыфила Цважу рахиста завинул, а иста цважу сейчас дерзет из бандар саб санзи гипсашвила цважут видно псашвила хай цважу нискинаги убрахнут сара псвебзин издару. Апсварч мацхараб. Мы захенджери опаха нас хангуава за гипсвайр патут мамзарха. А щицра гиохуп абрам гарагиохуп загиохуп нас апстазарчен. Вяхап чинуеве тыпкача данаргалаге апсва и раиц бухяла шавю и выпшимко ахшара артхот и яхапи икал захтыс а щуку усархот ари яра имоп далак оп аншишихара дукоп уезги изутаци талаха ويتسكي ويبيزرخ وحويت يروحوت مامو وجوي شراي شتكلا ناقز ميزسحو او صورة جرا تبقى جنيني زغرزح نوسين شافي حركة يشبكو زبسزلني يخو حاب بارز مو ني ريبسط بدني لكي زوتاتي تلا حبس بشرحو اخذ نزل لكي دشكرحوت وبريتشك يرحو حاسخ شيو جنيازكود اري еще подокугилахет, иджабала ерхайт, брякон пи ахунткара да срхала дзомха, убыс юку дайр яхаегу парика гизмам дайр из харахан гигалом ахунткара джибаталату убыски ишажу тапсва. Ахасарас сара ярбану, ажлар рчапха, ахдз бзия, аззухна яха шгу азцома убри физхуцлума шусура чшхым япгашач исымша ферафзен дачакала исхозар ахдз ацакы абанзанеева ябанза хаду яха фихдз зухна усура Апсатша ахдз яхнзги ишазного и фера дараз ипзен ивдрует турыхла яхгозар ахаца дазеева ахци гарца зоб усами апсуай шара саразын уи ахц гара сарасачта замаха сабстаза расхым япгача сныгоша бри зеге са заща
сгуяна кот яха хедзексима зараз сехедзтезгу бри сарасадзари ауасша знухой сапсуари бри сарасындара акрасцаз поусуп акрацана какой-то ауё ахзима зароп وابزيد نربو بس سقيانا قلت уже я حاب интервью كرزحنا интервью нас уже خيرت سنا حيتشاجو أخا حرب جهان يعرلسنا كومنتاري تس يحتقو بيحط قعنا قرا شنو يقعنا قرا وبري دار زحتو دو يباشو شاسحو طاقت صراحة رحوسي يبرخاقو بيزسحو بسشوا عبرينا خص حراح جورناليست شابسو تليخوب شرخنتي تيمور ميخيل با بريجي زار زحن وياجك حاش حروب سوشيال نرحو لكي في خيومة я гана хела проблема عظم بزيو شو نتجه شرا شو فيديو خوشكو فيلمو بيتزا جايز حرا ميقلب حس جوجويت أخوشكو أبس شا درت سرجة وجا احتاجل زاشة شو قصدروي تقنبي проблема شو ماما سرا سخوشكو هاي حبو أبي بود بيشكل توب أبسوا класса خنا царал цот наха сара излаз буала ему естественно хазум абсвел сдерзум абсвел дервет дапхуд диует аха илчучку бхасгуяна кот из илчучку из банзар яла куршан психол ятшавю ава мачуп уи яла куршан хайс ава бахет болтер ма ревизит форах цар мадача за занятия корах дахцу за хинджера сарай шиз боепш психол ятшавю дары и мач хояла кит уи ландуй лабдуй дарготы скина гекытарах вай латшажот илдерцот аха язхадзом сара ралык рочсаныгаз абсо бизфа абурфи шисфеп шубыс салатшажун аха избот дара хочпай шарцвечг зназанла амта нцму добрия хейлцаз гластерстахуб ну и с работы шилцаз зназанла сахаховшва абри илцаз зиге илзелка азум джара наизусть илцаз чархала илцаз сетал ходобрину проблему пескуяна кот ха сара згвана гарала бри сара схата абсфешистаз авината абсфе бзидзан ирхозер зиге псифил иватва вёзер хочезин яхай мариоп агунколара сара сыпшма дапсу баха псифила илчучку бдарца десфавёцум и брехнут хочко гирна пшу туерна пшралацум хочко гирна пшу. Сейчас финальный вопрос. Абхазский путь, Апсуарымья. Вот акцентирую внимание на названии нашей программы. Мы традиционно задаем этот вопрос всем. Наиболее масштабная и ключевая на нашем пути, на нашем абхазском пути, вот на этом этапе. Какая проблема, с вашей точки зрения, наиболее важна? У нас общество расколото. Да, и на самом деле это, на мой взгляд, это очень сильно мешает нашему развитию. Бесконечная борьба политическая. Я считаю, что нам нужно, у нас у всех цель одна – это развитие, стабильное развитие нашего государства. Поэтому я думаю, что у нас сегодня, я вижу, открываются новые возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться. В этом плане я думаю, что мы должны объединиться, все здоровые силы, которые могут пользу принести стране, надо все задействовать и двигаться в таком направлении. Я буду завершать. Сейчас попробую так немного зафиналить. Надеюсь, что наступит время, когда мы будем мыть улицы. Судя по тому, что вы сказали, это может даже произойти в ближайшей перспективе. И улицы, и дворовые территории. Но сейчас, конечно, очень хочется в ближайшее время забыть разбитые дороги. Самые-самые разбитые дороги в городе. И возможно, что ваша работа будет новым взглядом на старые проблемы.
Спасибо вам большое. Сегодня понедельник. Удачной недели и вам, и всем нашим зрителям. Спасибо и вам большое.